С одной стороны цивилизация, а с другой бескрайние леса, которые уходят за линию горизонта. Это самая настоящая тайга. Особенность Якутска – его ландшафт. Природа здесь просто потрясающая. Такого больше нет ни в одном другом регионе. Столица игр «Дети Азии» – город сам по себе не совсем обычный. Фактически он находится в долине, окруженной сопками и рекой Леной. Сюда ведет не так уж и много дорог, а те, что есть, иногда можно использовать и в качестве аттракциона для иностранцев. Впрочем, наша съемочная группа настоящих местных дорог не испугалась. Тем более перед нами стояла четкая цель – взять штурмом самую высокую гору в окрестностях Якутска. Чочур-Муран в переводе с якутского означает «лысая гора». Ее облик снизу несколько пугает. Она кажется не просто высокой, а громадной. К тому же дороги хоть какой-нибудь на вершину нет. Только узкая тропа, которая обрывается где-то посередине. Заключительный марш-бросок, осталось чуть-чуть. Поехали все вместе. Поехали вверх. Все вместе. Давай, последний! Давай! О! Финишный рывок всегда самый трудный. Но согласитесь, ради этого вида стоило более 6 часов провести в самолете и преодолеть примерно 6000 километров, которые разделяют Москву и Якутск. Живого северного оленя нас просили запечатлеть на видео еще когда мы только собирались на игры «Дети Азии». В Москве эти животные экзотика, а здесь только малая часть богатого животного мира. Наш проводник Роман о местной флоре и фауне знает буквально все. Где какая живность водится, кого и когда ловить, и самое главное, чье мясо вкуснее. Снежный баран. Вот. Честно вам скажу, самое вкусное мясо вообще, которое довелось пробовать, я не пробовал крокодилов, там, питонов каких-нибудь, но вот из такого мяса теплокровных животных, вот самое вкусное мясо. Если оно попадает на стол, к сожалению, или какие-то випы его пробуют, или браконьеры. Вот. Ну, я не знаю, кому я принадлежу, меня угощали. Это место своего рода музей дикой природы. Здесь представлены почти все виды птиц, рыб и зверей, которыми богата Якутия. Особую гордость у хозяина вызывает вот этот домик охотника. В разное время его посещали высокие столичные гости. Теперь их автографы тоже вроде как экспонаты. Они только добавляют вистов этому месту. Здесь Михаил Михайлович Жванецкий расписался, вот он. Первый, кстати, он автограф здесь поставил. Твой Жванецкий. Вот Герман, было так вкусно, так тепло. Было по-всякому, но не так хорошо. Вот, дай вам Бог. Розенбаум, вот. Это его роспись. Но природа Якутии отражена не только в музеях, но и в народном творчестве. Вырезание фигурок из бересты – занятие вроде как сложное. Но у здешних мастериц оно получается за считанные секунды. Причем получается как-то спонтанно и индивидуально для каждого гостя. В этом даже есть что-то сверхъестественное. Побольше красивых девушек у нас есть. Давай, может, на якутяночки. Они постоянные, всегда заботливые. Ну, то что-то у вас совсем другое выходит. Просто, что тебя люби. Давай, возьми. Просто. Быстрое. Лицо девочки. Вот таким предстал перед нами Якутск, столица игр «Дети Азии». Город, на первый взгляд, вполне обычный. Таких в России очень много. Но если к нему присмотреться, он покажется совсем другим, уникальным и неповторимым, как и весь этот регион.